Это событие вошло в историю Кыргызстана. Эти кадры у ворот Белого дома обошли не только все телеканалы мира, но и все интернет-пространство. Революцию, но уже с большими потерями, народ совершает с оружием в руках. Официальные цифры у всех на устах – 89 погибших. Очевидцы событий позже в суде скажут: убивали снайперы с крыши, стреляли в старых и в молодых безоружных. Все решилось в одну ночь. Дом правительства в руках митингующих, действующий президент бежал. В Бишкеке, охваченном огнем, начинаются беспорядки и грабежи. В этот же день, 7 апреля, формируется Временное правительство из 14 человек. Отменены введенные прежним правительством тарифы на электроэнергию, возвращены государству распроданные стратегические объекты. Главой Временного правительства избрана депутат от социал-демократов Роза Утумбаева. Конечно же, находимся в достаточно деликатной, сложной ситуации. Временная власть руководила страной до избрания нового парламента. Поменялась конституция. Всенародным голосованием Кыргызстан первым в Центральной Азии перешел к парламентской форме правления. Несмотря на разношерстность пришедших партий в парламент, система госуправления начала работать более стабильно. Правительством за первые месяцы работы ставятся почти невыполнимые задачи. Имея огромный дефицит в бюджете, увеличиваются заработные платы учителям и медикам, растут и социальные выплаты. Однако говорить, что жизнь сильно улучшилась, пока не приходится. Экономика страны растет с трудом, в буквальном смысле дорожает жизнь. Власти пытаются бороться с коррупцией и криминалом, влияние которых все еще сильно. Продолжается отток специалистов за рубеж. Одним из главных положительных результатов реформ стала свобода слова. По словам международных организаций, Кыргызстан среди стран Центральной Азии самая демократическая страна. Наш бюджет прозрачный, чего не скажешь о других странах Центральной Азии. 89 погибших, сотни получившие ранения. По каждому факту возбуждается уголовное дело. Следствие длится полгода, затем дела передаются в суд. Начинается самый громкий процесс, в котором участвует рекордное количество, почти 600 человек. К этому времени многие обстоятельства уже изменились. Глава секретариата Оксана Маливанная с 4-годовалым ребенком сумела убежать из страны. В связи с проблемами со здоровьем выпущены под домашний арест практически все обвиняемые. Основные фигуранты дела — Курманбек Бакиев, его младший брат и двое сыновей Максим и Марат по-прежнему числятся в бегах. Им только заочно вынесли приговор. Спустя 5 лет никто за расстрел демонстрантов до сих пор не получил наказания.